Когда идет речь о безопасности зимой на открытом воздухе, то счет идет на минуты. Как не попасть в беду? Если потеряли, что делать? И на какие выезды чаще всего выезжают спасатели, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Денис Габдрахимов, начальник Центрального спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан, ПЧС. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Как часто теряются люди и какие самые распространенные ЧП происходят зимой с людьми на улице? С начала этого года уже потерялось 35 человек, из них 6 детей. К сожалению, погиб один человек и серьезно пострадал тоже один человек. Все они были найдены. Такие случаи случаются достаточно часто. Какая самая главная опасность? Это обморожение, которое может стать в том числе и причиной летального случая. Это так? Конечно, в зимнее время это особенно актуально, но также стоит помнить, что в весенний, осенний период переохлаждение также случается. Угу. И расскажите, пожалуйста, вот что такое переохлаждение, что происходит с человеком, если это происходит, да, и что можно и нужно делать в этой ситуации? Ну, переохлаждение, я думаю, все телезрители с этим будут знакомы, потому что, находясь в любое время в зимний период, каждый получает какое-то отморожение, там, конечности, скажем, да. Находясь в лесу, в том числе, когда у вас намокла одежда, даже при достаточно высокой температуре, скажем, минус 10 градусов, получить переохлаждение очень просто. Вот. Для того, чтобы предотвратить подобные ситуации, особенно при походе в лес, необходимо предпринять какие-то меры для того, чтобы защитить себя от воздействия низких температур. Это правильно одеться. Достаточно тепло, при необходимости, если есть возможность, с собой взять еще какую-то теплую одежду, те же шерстяные носки, скажем, футболку дополнительно, если намокнете. Также при походе в лес необходимо понимать, что с вами, конечно же, может что-то произойти, даже в зимний период. К этому надо быть готовым, надо, чтобы человек, готовясь к выходу в лес, подумал, что с ним может произойти и какие меры для этого предпринять. Первое, что нужно сделать, это понять, куда вы собираетесь идти, хотя бы, может быть, на карте или на телефоне, да, посмотреть эту местность, куда вы направляетесь. Одеть обязательно яркую одежду. Это поможет спасателям в случае, если вы попадете в беду, вас будет легче найти. Обязательно зарядить телефон. Очень часто в лесу связь все-таки ловит, в том числе даже интернет. И можно спасателям передать в том числе даже геолокацию. И спасатели с легкостью уже найдут. Частые проблемы, которые случаются с людьми, которые пошли в лес, они, даже если заблудились, скажем, в дневное время, они предпринимают какие-то меры для того, чтобы выйти из леса, да, но в какой-то момент, когда наступают сумерки, они лишаются возможности, в принципе, перемещаться, потому что ночью по лесу очень тяжело идти. Мы, спасатели, рекомендуем всегда при походе в лес брать с собой фонарик. Это поможет вам и выиграть время какое-то, может быть, да, для того, чтобы выйти к населенному пункту. Обязательно надо с собой взять спички и зажигалку в гермоупаковке. В случае, если вы все-таки поняли, что перемещаться дальше возможности нет, чтобы вы могли развести костер, согреться и каким-то образом переждать, ну, скажем, там, может быть, непогоду, либо темное время суток. В обязательном порядке нужно взять с собой запас воды и небольшой перекус, чтобы восполнить силы. Также в случае, если вы уже потерялись, у вас есть возможность, может быть, там передать свою геолокацию спасателям, что нужно в этом случае предпринимать? Необходимо успокоиться, во-первых, да, не подвергаться никакой панике, сообщить о том, что вы действительно заблудились, развести костер и дожидаться спасателей. В большей степени это всегда приводит к тому, что спасатели очень быстро к вам прибудут. Также, если вы все-таки предпринимаете попытки самостоятельно выйти из леса, необходимо ориентироваться на линии электропередач, просеки, дороги, ручьи. Ручьи всегда приводят к речкам, около рек в большей степени идут дороги, вы всегда куда-то выйдете. И потом, уже передвигаясь по этой дороге, вы обязательно выйдете к людям. Также, вот я даже по примеру своих выездов, когда выезжал, помню,
случались такие ситуации, девушка ходила в лесу, слава богу, у нее был телефон, правда, уже вот садился, там буквально заряд практически падал. Мы в 2 часа ночи рекомендовали просто остановиться, вот она посреди чащи остановилась, развела костер, и мы в течение часа по бурелому этому все-таки ее отыскали и вывели обратно. То есть вот эти меры необходимо соблюдать. Кто чаще всего теряется? Молодые люди, либо же люди в возрасте пенсионного возраста? Потеряться может абсолютно любой человек, тем более если он попал в незнакомую местность. И это все на самом деле зависит от подготовленности человека, который пошел в лес. То есть даже опытный человек, придя в лес с густым подлеском, когда он не видит никаких ориентиров, он, скорее всего, заблудится. Вот. И потеряв драгоценное время, в зимний период в том числе, он может оказаться вот в той ситуации, которую вот я уже перечислял, да, он не сможет просто передвигаться в темноте. Вы уже отметили в начале нашего разговора, что скончался один человек, это пенсионер, который получил обморожение и впоследствии умер. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то возможности спастись в этой ситуации? Конечно, то есть вот если предпринять все вот эти вот меры предосторожности перед тем, как выходить в принципе в лес, да, то этой ситуации можно было бы избежать. Переохлаждение наступает достаточно быстро, и даже промедление там тот же час, скажем, да, 2 часа, это уже влияет на то, что спасатели обнаружат уже, к сожалению, погибшего человека. У нас сельской местности очень много в республике, и очень часто жители ходят из одной деревни в другую. Какие-то рекомендации тоже нашим сельчанам можете сказать? В какую погоду нельзя выходить? Нужно ли брать с собой чай, допустим, горячий в термосе? Да? Поможет ли это каким-то образом? Как быть? Ну, как я уже до этого говорил, обязательно с собой берите какой-то запас воды. Желательно, конечно, чтобы это был термос с горячим чаем, да, какой-то запас провизии. Вот. Если, конечно, там расстояние между деревнями незначительное, то не стоит перемещаться в плохую погоду, да, когда заметает дороги, когда просто можно потерять ориентир и уйти, скажем, на какой-то развилке не в ту сторону. И расстояние получится очень большое, человек просто выбьется из сил и решит где-то отдохнуть. В обязательном порядке надо сообщить родственнику в той деревне, куда вы собрались идти, скажем, что я вышел, скоро буду. Вот, и чтобы они вас встречали. Угу. Для городских жителей, правда ли, что даже если при холодной погоде, даже минус при 20 человек будет находиться примерно полчаса, он может получить обморожение, да? Действительно ли это так? И какие рекомендации вы можете дать родителям, которые будут гулять с детьми, с маленькими на улице, как правильно прогулки проводить? Самое главное, это очень тепло одеваться, да, но не до такой степени, чтобы когда вот детишки играют, они, естественно, вспотеют и начнут мерзнуть. Надо правильно одеваться, не допускать промокания одежды. В случае, если все-таки одежда промокла, то обморожение наступит очень быстро. Даже при температуре, как я уже отмечал, там при минус 10, минус 5, это отморожение может возникнуть. При прогулках с детьми в лесу, скажем, ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Ребенок будет, возможно, перемещаться бесконтрольно, и вы просто потеряете его из виду, и потом это драгоценное время будет потеряно. Угу. Башкортостан привлекательный регион для туристов, которые зимой в том числе приезжают к нам. Следите ли вы за этой ситуацией, да, и что рекомендуете сделать? Нужно ли обращаться к спасателям и звонить по определенному номеру, также сообщать о своем маршруте? Тоже какие рекомендации? Спасатели дежурят в круглосуточном режиме и готовы к выезду буквально в течение 1 минуты после поступления заявки. Если вы, находясь в лесу, действительно понимаете, что вы уже в какой-то ситуации такой нештатной, да, то не стесняйтесь, звоните сразу. Лучше это время выиграть, чтобы спасатели уже в светлое время суток начали эти поиски. Спасибо большое, Денис, вам за такие подробные ответы. Надеемся, что все-таки случаев, когда понадобится людям помощь, будет их меньше. Будем надеяться. Спасибо.
Это была программа «Интервью». Сегодня нашим гостем был Денис Габдрахимов, начальник Центрального спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Берегите себя. Все самое интересное в нашем эфире.